Добрый день, уважаемые жители автономии. В эфире программа «Диалог студии». Для вас работают Валентина Чобан и мой коллега звукооператор Павел Арнаут. Депутат Народного собрания Гагаузии от избирательного округа номер 2 города Камрата Виктор Петров сегодня в нашей студии. Говорить будем о политической и экономической ситуации в стране и в целом у нас в автономии. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день радиослушатели, добрый день всем жителям нашей прекрасной автономии. Начинаем с позитива и с позитивного приветствия, Виктор Николаевич. Действительно рада приветствовать вас в нашей студии. Будем говорить на важные актуальные темы. Прежде отмечу для нашей аудитории, что работаем мы в прямом эфире. 249-60 номер студии. Также к вашим услугам наша почта gagausradius@mail.ru. Но подчеркну, что общаться мы с вами начнем примерно в 14:30, чтобы мы с Виктором Николаевичем успели поговорить на темы, заготовленные мною, и он ответит на мои вопросы. Созидание и развитие гагаузской автономии, укрепление молдавской государственности и суверенитета и много других целей и задач поставили вы и ваши единомышленники, Виктор Николаевич, перед собой. И с этой целью вы создали общественно-политическое движение «Гагаус Халк Берли», Народный союз Гагаузии. Первый съезд состоялся в минувшую субботу, 23 июля. Скажите, с каким настроением создавали это общественно-политическое движение и что все же стало отправной точкой для ее создания? Отправной точкой стала социально-экономическая ситуация в нашей стране. Достаточно сложная, заметьте. Очень сложная, и надо уже принимать какое-то решение, потому что зима не за горами, а делать что-то надо. Все знают сегодня, сколько тарифы на газ, как поднялись, тарифы на бензин, тарифы на медикаменты, на продукты, то есть все дорожает, при этом пенсии остаются мизерными, дотации от государства жителям тоже мизерные, то есть в принципе, по моему мнению, это и есть то, что правительство не справилось с управлением страны. И мы дошли до точки невозврата, где уже надо принимать какое-то решение. И данный союз, Гагаус Халк Берли, был создан для того, чтобы объединить всех гагаузов, все населенные пункты Гагаузии, объединиться для понимания, что мы делаем дальше, как мы идем. Причем этот союз также открыт не только для жителей Молдовы, не только для жителей Гагаузии, но и для жителей всей Молдовы. То есть эта площадка сформирована, да, с которой мы будем общаться как с внутренними политическими партнерами, так и с внешними политическими партнерами. Все это будет во благо Гагаузии, во благо ее жителей. Ну и в целом страны. Ну, раз уж вы отмечаете, что и в целом, да, не только для жителей Гагаузии создали общественно-политическое движение. Да. Название, на мой взгляд, говорит само за себя. Гагаус Халк Берли, Народный союз Гагаузии. Вы верите в силу народа, Виктор Николаевич, надо понимать, так? Конечно, верю. Верю в свои силы. Верю в силы своих единомышленников. Верю в силы народа. И этим можно... Было подтверждение, да, количество участников съезда Гагаус Халк Берли в минувшую субботу. Я хочу подчеркнуть, что в зале поместилось около 700 человек, больше, к сожалению, зал не принимает. И еще много очень людей, желающих участвовать в этом съезде, просто физически не смогли участвовать в нем. Они люди пришли, но не поместились. То есть к сожалению. зал не смог вместить в себя, да, всех желающих. На мой взгляд, тоже, да, первый съезд достаточно успешен. Много людей приняли участие, причем из разных населенных пунктов Гагаузии, судя по сообщениям в СМИ. Но мне показалось, что все-таки мало молодежи. Либо мое мнение ошибочное, Виктор Николаевич. Молодежь Либо была, но что картина изменится в последующем. Молодежь была, но действительно не так уж много.
ну как не так уж, процентов 25-30 было молодежи все-таки. Здесь мы имеем проблему в том, что отток молодежи. И чем ситуация у нас социально-экономическая хуже в стране, тем, конечно, молодежь уезжает. И остается, то есть, то население, мы уже видим поколение, да, более старшее, а молодежи все. Ну, возможно, со временем вам удастся убедить молодежь, которая все еще здесь, и будем надеяться, она и будет продолжать оставаться у нас в автономии, что надо принимать активное участие в подобного рода мероприятиях. Ну, мы сейчас для этого, вы знаете, создаем все условия. Первый наш проект — это IT-парк, который именно направлен на создание рабочих мест для молодежи. То есть первые шаги есть. Мы идем, у нас уже есть первые желающие стать резидентами. Это иностранные компании, которые там, я думаю, что в течение самого короткого времени мы уже сможем 200, 300, 400 рабочих мест открыть. То есть, ну, потому что мы торопимся это сделать, потому что ситуация критическая. Да? Ну, действительно, есть большая необходимость в этом. Я надеюсь, что наша молодежь начнет потихоньку возвращаться, узнав, что у нас в автономии создаются хорошие рабочие места, и у нас на месте можно получить достойную заработную плату и достойно жить. Ну и активная гражданская позиция тоже нужна. Актуальные проблемы затрагивались на съезде, с трибуны говорили о том, какие методы для решения этих проблем есть и могут быть, и должны быть, на ваш взгляд и взгляд ваших единомышленников. Фатальный провал деятельности кишиневских проевропейских властей, катастрофический рост цен на продукты питания и энергоносители. На этом действительно был сделан большой акцент на съезде. Именно в решении этих проблем каким вы видите выход, Виктор Николаевич? Я считаю, что правительство должно подать в отставку. Это как первое, срочное, как одна из мер. Второе, риторика нашего государства по отношению к внешним партнерам, восточным, должна измениться, потому что это и является следствием того, к чему мы сегодня пришли. То есть вот эти вот заявления нашего нейтрального суверенного государства, которые относятся там к конфликтной ситуации, да, на Украине и с Россией, то есть ни к чему хорошему, то есть для страны мы этими заявлениями не выигрываем, но мы усугубляем свои отношения с Российской Федерацией. Имеете в виду отсутствие нейтралитета, да? Ну, конечно, здесь мы должны понимать, если мы нейтральная страна, то мы должны быть нейтральной страной. Мы не вмешиваемся, мы нейтральная страна. То есть такую позицию должны были принять власти с первого дня начала этого конфликта. Виктор Николаевич, вы говорите, должны подать в отставку. Возможно ли это? Ну, кто откажется от власти? Ну, что должно произойти, чтобы уже правительство поняло, что они не справились с управлением? Мы должны умирать от голода? Надеюсь, ну, то есть, что до этого если это нормальные, адекватные люди, они уже должны выйти на улицу и посмотреть. Ну, не знаю, как судить об их адекватности, так скажем. Что может сделать народ, чтобы создать предпосылку для этого, чтобы все-таки власти поняли? Ну, сегодня по стране там идут спонтанные митинги, да, там мы видели в Камрате, в Чедерлунге. Вот снова же для чего создан Народный союз Гагаузии, да, Гагаус Халк-Берлей? Для того, чтобы это было все организовано. И мы теперь будем организованно требовать свои права. Права как граждан. Мы имеем право жить по нормальным ценам. И мы имеем право, чтобы наше правительство не в конфликтных ситуациях не брало ничью сторону. Мы имеем право просто на достойную жизнь. И если мнение народа, вот это мнение, которое вы высказываете сейчас в нашем эфире, не будет услышано, получается, что надо предпринять следующий шаг и потребовать отставки правительства. Мы уже, снова же, на базе этой площадки мы будем общаться со всеми политическими течениями на территории Республики Молдова, да, смотреть их видение, и я не исключаю того, что мы будем координировать свои движения и совместно принимать в каких-то протестных акциях участие. То есть, потому что когда оно спонтанное, да, ну вышли, покричали мы на митинге в Камрате.
Кто-то услышал? Нет. Да я думаю, что там с Кишинева сидят и говорят, ну, кричите, сколько вам влезет, хоть горло. Ну, просто не надорвите. хотят слышать. А зачем это слышать? То есть, и получается, люди выходят, они протестуют, но их никто не слышит. Так вот, чтобы это все было услышано, здесь мы должны быть организованы. И только в единстве, сплотившись, договорившись со всеми политическими, общественными деятелями, силами, можем прийти к какому-то результату положительному. То есть быть услышанными. И быть услышанным просто, что мы не хотим дорогих продуктов, мы не хотим дорогого топлива, мы не хотим дорогого газа. Тем более, знаете, вот такие вещи простые, да, мы, являясь членом СНГ, имеем право на совсем другие цены на газ. Совсем другие. Я думаю, что в 4 раза дешевле, чем мы сейчас газ закупаем. То есть, если Белоруссия сегодня, у них там ценник до $180, то у нас он в районе 1000. Вот, ну, ладно, 250 у нас максимум должно быть, но не больше. Сегодня Венгрия, член Евросоюза, я проезжал, когда у нас из командировки возвращался, когда у нас бензин стоил 33 лея, он у них стоил 23. Это страна, член Евросоюза. И, судя по всему, венгерский премьер-министр, венгерское руководство думает о своем народе, думает о своей экономике, чтобы она была конкурентоспособна, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Чего мы не можем наблюдать более чаяния за наш народ от нашего правительства. Ну, цены на газ действительно больная тема, и не только на газ, и на все остальное, и на продукты питания в том числе. Народ, сколько бы ни кричал и не высказывал свою боль, власти отговариваются и отмечают, что это цены растут не по зависящим от нас причинам. То есть получается, что лукавят. Власти конкретно лукавят. Ну вот я своими глазами, я сам приезжал, заправлялся. Значит, в Венгрии можно, да, а у нас нельзя. В Германии газ дешевле. В Турции газ дешевле. Ну, в каких странах еще должно быть дешевле, чтобы сказать власти? Не лукавьте, не лукавьте. $1000 за куб — это ненормальные цены. Если сейчас не брать во внимание ситуацию на Украине, этот конфликт между Украиной и Россией, то как можно было бы решить ситуацию с газом и решить вопрос, связанный с ценой, до возникновения этой ситуации, когда цены уже росли? Все мы прекрасно помним прошлую зиму, а предстоящая, она обещает быть куда хуже, куда страшнее. Мы являемся Какую позицию должны были занять власти Молдовы тогда, решая изначально этот вопрос? Позицию, выгодную для народа, а не для сторонних интересов. Потому что те интересы, которые сегодня, наверное, защищает правительство, я, честно говоря, о них не понимаю, да, вообще, что это вообще за интересы, но явно, что это антинародные интересы. Ну, к тому же звучит любимчики России, не любимчики России, и народ ввязывают в эту тему. Но сегодня Россия — это главный поставщик энергоресурсов. От энергоресурсов, от цены на газ зависят продукты питания. Это же не только тепло в дом, это только мы с вами, как физлица, видим, что вот платежка пришла домой, да, она повысилась. Сегодня пекарни работают на газу, сегодня ток, которые зернохранилища, которые сушат зерно, они тоже на газу работают. Да, очень много, стекольные заводы, очень много заводов работают на газу. И сегодня Россия — это главный поставщик в нашем вообще регионе энергоресурсов. Как можно ссориться с таким важным партнером? Мало того, что это еще исторический друг Молдовы. То есть мы всегда жили в бок о бок. И та риторика, которая ведется нашими властями, ну, действительно непонятна. То есть у нас же есть часть населения, во-первых, не часть населения, у нас больше 40% русскоязычного населения. Но я беру все нацменьшинства, которые сегодня живут в Республике Молдова. Это язык межнационального общения, он русский язык. У нас много родственников в России, у нас исторические связи нас связывают. Я считаю, что это вообще кардинально неправильно вести такую риторику. Я уже говорю о нарушениях прав человека, которые сегодня имеют место быть. Это как медикаменты,
описание инструкций к медикаментам, да нету на русском языке. Тоже нарушение прав. Это элементарное нарушение прав человека. Понимаете, ну сколько это можно терпеть? А СМИ, которые закрываются, допустим, русскоязычные СМИ, запретили на территории Республики Молдова. Сегодня любой человек, да, это снова же элементарное право, получать информацию с любых ресурсов. Наше государство почему-то думает, что вот российские СМИ это зло, а вот американские, короче, все другие это отличные. То есть они правильную информацию преподносят. Я как человек сам определюсь, какую информацию мне и как воспринимать. Я имею право получать. Если я немец, я хочу на немецком получать. Там, англичанин, я любой, если я знаю английский, немецкий, я должен объективно делать выводы о ситуации в мире. И любой гражданин на это имеет право. Нас берут, ограничивают. То есть это знаете как, это больше похоже на какой-то геноцид. Будете думать так, будете делать так. Вот мы захотели, да, причем еще будете и плохо жить. Это так, в добавочку, в нагрузку. Ну, уже и так не особо хорошо, так скажем. Возвращаясь к теме относительно газа, Виктор Николаевич, какую риторику должны получить сегодня отношения между Россией и Молдовой? Как переубедить Россию пересмотреть тарифы на газ? Возможно ли это, с вашей точки зрения, сегодня, учитывая то, что Молдова, мягко говоря, не нейтральная страна сейчас? Я считаю, что это нужно вернуться к теме нейтральной страны, быть действительно нейтральной страной, не вмешиваться ни в какие конфликтные ситуации, потому что мы слишком маленькие. Во-первых, мы ничего не решим, а пострадать можем больше всех. Ну и второе решение – это смена полностью руководства правящего большинства. Потому что на этом фундаменте, который выстроен сейчас, мы не сможем выстроить здорового диалога с нашими российскими коллегами, партнерами. Виктор Николаевич, участие в съезде принял и председатель Общественного совета Молдовы, руководитель экспертного клуба «Стратегия Молдовы», да, Вячеслав Пержа, если не ошибаюсь. Да. И известно, что это общественное объединение сотрудничает со специалистами в области экономики, образования, права. Какую поддержку рассчитываете получить от этих специалистов и от этого общественного совета? Это и есть тот самый объединяющий фактор, да? Вот вы в начале программы сказали, что ваше объединение создано не только для жителей Гагаузии, но и в целом для граждан Молдовы, которые захотят объединиться с вами. Все, что будет полезно для нашего региона, для нашей автономии, мы будем сотрудничать со всеми экспертами, со всеми там IT-технологиями, с любыми видами технологий, чтобы внедрять это у нас в автономии. То есть то, что нам принесет пользу, мы будем сотрудничать. То, что принесет пользу народу. И в конечном итоге выиграет и автономия, и наши люди. Я зачитаю первый вопрос, потому как он, что называется, в тему, то, о чем мы сейчас с вами говорим, Виктор Николаевич. Новость о создании движения Гагаuz Халк Берли получила широкий резонанс в обществе. Вас многие жители поддержали. Не боитесь, что начнутся гонения на вас? И как вы собираетесь защищаться, если все-таки власти начнут давить на вас? Вот таким вопросом задается наш слушатель. Наше дело правое, и мы победим. Ну, конечно, гонение и давление, оно уже началось еще раньше, потому что я четко заявлял позицию свою, ретранслируя позицию нашего народа. И буду стоять до конца на начатом. Во-первых, я хочу сказать, что я до этого жил честно, на меня не было никаких уголовных дел, я не был замешан ни в каких скандалах, ни политических. То есть у меня ничего нет за то, чтобы меня можно было бы упрекнуть. Поэтому моя совесть чиста, и о том, что я говорю, я не боюсь, я буду идти дальше. Дальше буду защищать права наших граждан. И бояться мне нечего. А моя защита это народ, который всегда рядом со мной, за что ему спасибо большое.
Спасибо за ответ. Урезание полномочий гагаузской автономии — еще одна тема, которую вы затрагивали с коллегами на съезде. Тема не новая, о ней говорят достаточно долго, особенно много и очень высокопарно мы о ней слышим во время предвыборной кампании, имея в виду не только предвыборную кампанию последнюю в Народное собрание Гагаузии, но и предыдущую тоже. Предлагались различные пути решения этой ситуации, этой проблемы, но, как видим, авось и ныне там. Почему так происходит, Виктор Николаевич, на ваш взгляд? Все-таки мы, гагаузы, недостаточно настойчивы, либо Кишинев упрямствует и не хочет слышать голос гагаузского народа? Вы знаете, у меня первый срок, я являюсь депутатом там 7-8 месяцев, и для меня, конечно, нонсенс того, что, вот, допустим, мы, депутаты, принимаем бюджет Гагаузии, а апелляционная палата города Камрад его отменяет. То есть вы поймите глубину вопроса. Мы принимаем бюджет. Это детсады, это социальные объекты, это освещенное село, это различные субсидии для сельхозников. Апелляционная палата это отменяет. Окей. Давайте сейчас посмотрим структуру. Что такое апелляционная палата по своей структуре? Это орган, который занимается гражданскими и уголовными делами. Кто проверял этих судей на компетентность, чтобы они могли выносить решения на законность законов Народного собрания? Этим занимается Конституционный суд Республики Молдова. Раз у нас, как у нас, на территории города Камрад, находится такой очень грамотный орган по законодательным всем нормативным актам и законам, я тогда призываю парламент Республики Молдова не обращаться в Конституционный суд. У нас здесь есть лучшие специалисты, которые могут выдать решение. Понимаете, вот вы представляете, апелляционная города Камрад отменила бы бюджет всей Молдове. Так вот, это и есть полномочия. Это, вы знаете, это не то, что неуважение, это считаю больше. Но ваши коллеги называли это беззаконием. Это больше, чем беззаконие, потому что судя у нас были прецеденты, когда Народное собрание выносило там постановления, законы, я не буду сейчас уже акцентировать, чтобы не было, так апелляционная палата собиралась в воскресенье, онлайн выносила решение. Просто приведу вам пример. На территории 2-го округа города Камрад есть вышка, которая там транслирует мобильного оператора. Так вот, жители того района, большая часть болеет онко, заболела от этой вышки. И есть решение суда, высшей, то есть все инстанции пройдены, и есть решение высшей судебной палаты демонтировать вышку. 2 года вышка не демонтируется. Но передатчики сняты, если я не ошибаюсь, да, с этой вышки? Да, но там решение было демонтировать. Решение не исполнено. Решение не исполнено, но когда нужно, когда им нужно, суд собирается в воскресенье онлайн. То есть мы сегодня наблюдаем, что судебная система прогнившая и хорошо управляемы людьми, которые сегодня у власти. Мы пытались, нам заявляли, что судебную систему будут реформировать. Ну где же? Вот мы видим конкретные примеры. Вышка, по воскресеньям, оказывается, у нас работают. Ну, каждый, наверное, житель автономии, многие сталкивались, когда ты идешь в суд, подаешь заявление. Вы же понимаете, что вот вы подали заявление в пятницу, в субботу никто не соберется, и в воскресенье ваше не будут рассматривать заявление. Там месяцами, люди годами ждут рассмотрения. Виктор Николаевич, вот вы только что сказали, что вы не понимаете и не принимаете решение апелляционной палаты относительно бюджета Гагаузии на 2022 год. А принимаете ли вы позицию исполкома в этой ситуации, которая обратилась с исковым заявлением в апелляционную палату? И как вы оцениваете обсуждение и процесс формирования этого главного финансового документа и диалог между исполкомом и Народным собранием Гагаузии? Все ли было хорошо? Какие были предпосылки для того, чтобы все-таки обратиться с исковым заявлением в апелляционную палату для исполкома?
Ваша позиция какова? Если большинство депутатов Народного собрания, представляющие свои населенные пункты, приняли решение о том, что утвердить бюджет, С он поправками, должен быть, которые вы также обсуждали с коллегами. он должен быть утвержден. А, понимаете, искать здесь в бюджете, вот здесь вот запятая неправильно, а вот вы там что-то тире неправильно поставили, и отменить его бюджет, то есть не за то, что он бюджет, а вот именно зацепиться за нормативные какие-то упущения и отменить. То есть я считаю, что это вообще несправедливо, и я не поддержу эту сторону. Спасибо. Возвращаясь к первому съезду, Виктор Николаевич, была принята резолюция, вы ее направили, правильно понимаю, в адрес руководства страны. Как скоро ожидаете реакцию и на какую реакцию все-таки рассчитываете? Вы знаете, если бы это была первая резолюция, может быть, я ждал ответа. Если бы это была вторая, я, может, ждал. Ответа не будет. Я и в Народном собрании зачитывал. И мы, большинство депутатов, подписывались под заявлениями, политическими заявлениями. Мы просили власти, мы просили парламент республики, мы просили президента обратить внимание на текущую ситуацию, на проблемы. Но, к сожалению, мы не видим никакого желания пойти навстречу. Реакции вообще не видим. Какое желание? Реакции не видим. Хоть какое-то, хоть привет нам покажите, хоть письмо обратное, что мы прочитали. Да. Хоть это, да? Хоть что-то, да. Но если вы понимаете, что реакции не последует, то следующий вопрос из этой же темы. Заявлено, что до конца текущего месяца президент страны Майя Санду все-таки посетит с официальным визитом наш регион, и у вас, у депутатов, уж точно должна быть возможность с ней встретиться. Какой вопрос с глазу на глаз задали бы ей? У меня есть повестка. Я ее доработаю, чтобы она была в комплексе. И, конечно, у меня есть вопросы. И они все в рамках тех политических заявлений, просьб, которые были отправлены. То есть у меня ничего нового нет. Ну, понятно, что все эти ваши вопросы будут истекать из повестки дня съезда, прошедшего в субботу, но все же тут уж точно получите какую-то реакцию, когда будете видеть ее напротив себя и поймете. Для себя поймете во-первых, ответ. Я сомневаюсь, что президент приедет. Это мое личное видение. Уже, если до сих пор президент не приехала, то есть, значит, я так понял, что Кишинев не видит, что у нас есть какие-то общие вопросы, которые подлежат обсуждению. Не напрашивается ли в этой ситуации вывод, что и ожидать дальнейшего положительного диалога между Кишиневым и Гагаузией не приходится, учитывая, что до сих пор президент не посетила с официальным визитом? Нет, не напрашивается. Он вытекает и подтверждает об этом действиями сегодняшних властей. Ну, все мы знакомимся с публикациями в СМИ, и вот коллеги из молдавских СМИ недавно освещали тему, что президент страны встречалась с жителями Фалежского района, где говорила об кризисе в энергетическом уровне, о статусе кандидата в Европейский Союз нашей страны, о необходимых реформах. И я так заметила из этих публикаций, что мнение президента и жителей Фалежского района, мягко говоря, не совпало. Такая же ситуация ожидает и ее встречу, допустим, с Гагаузией, если все-таки она приедет к нам. Вы уверены в этом наверняка, я думаю, да? Знаете, мнения не совпадут, и назвать этот диалог продуктивным нельзя будет. У меня, как у председателя Гагаuz Халк Birliği, нет никакого желания с кем-то ссориться, ругаться или идти на конфликт, там стать неудобно. Меня интересуют конкретные решения, которые можно принять в самое кратчайшее время для решения тех социально-экономических вопросов, которые у нас накопились. То есть без каких-то провокаций громких, то есть мы не для этого собрались. Нам нужен результат. Ну что делать, если власти не слышат население? Что делать? Действительно, Я вам обещаю, услышат. Если так же, дело в том, что... Как услышат, Виктор Николаевич, если вы говорите, что я не жду реакции на резолюцию, направленную в адрес, буквально на днях?
Не услышат сегодня, услышат завтра. Не услышат завтра, услышат послезавтра. Потому что будет, поймите правильно, сегодня вот смотрим на статистику, 75% населения Республики Молдова недовольно управлением правительства, властей страной. Недовольно. Вы что думаете, только у нас в Гагаузии такая ситуация? В соседних районах люди радуются, когда приходят платежки, когда они приезжают на заправку, когда идут покупать медикаменты или продукты питания. Точно так же не радуются даже те, кто голосовал за Майю Санду. Но самое плохо, конечно, что молодежь сейчас уезжает еще больше, прямо активная волна пошла. Мы теряем трудоспособное население, которое могло бы быть очень полезно экономике завтра. Вы не теряете надежду, что все-таки жители будут услышаны властями Молдовы. Значит, ожидать в скором времени следующего съезда, да, Гагаuz Халк Берлей? Съезда с конкретным планом, с конкретным решением. Мы будем вести уже намеченные встречи с разными политическими течениями в Республике Молдова. Дело в том, что сегодня социально-экономические проблемы, они объединят всех для их решения, потому что везде люди. Как на севере в Бельцах, как и в центре. Везде люди, которых это всех касается. Это касается всех нас. Но пока не слышат власти Молдовы, будем надеяться, что нас слышат власти Гагаузии, а зима уже совсем скоро. Какую поддержку может и имеет возможность Гагаузия оказать для своего населения, Виктор Николаевич? Если быть реалистом, какую-то социально уязвимым слоям можем. Не то, что можем, нужно оказать даже. Это необходимо. Потому что люди по-другому не выживут. Надо будет урезаться, надо будет пересматривать бюджет. И вот этим слоям оказывать поддержку. Но я очень сильно все-таки надеюсь на решение вопроса раньше. Потому что денег в бюджете не так много. Он и так... Бюджет Гагаузии имеете в виду, да? Да, бюджет Гагаузии, он и так не покрывает всех необходимых планов, которые есть, куда нужно направить деньги. Допустим, какие статьи расходов вы бы пересмотрели для того, чтобы получить возможность оказать поддержку социально уязвимым слоям населения в отопительный сезон? Пусть только в отопительный сезон. Из каких статей урезали бы средства, чтобы выделить их на помощь? А вы знаете, там, когда смотришь по бюджету, все вроде и лишнего ничего нету. И лишнего ничего нет. Наоборот, хотелось бы еще добавить какие-то пункты, да, чтобы дофинансировать. Надо снова изучать, надо посмотреть более глубже, где можем, чтобы не пострадала та или иная сфера, потому что у нас вот еще, все как сельхозники говорят, и год будет не совсем урожайный. Здесь надо тоже выработать стратегию, что мы делаем, как мы поддерживаем население. Допустим, ваши коллеги, депутаты, призывают исполком более рационально расходовать средства, и вот как раз говоря о поддержке населения в отопительный сезон предстоящий, они отмечают, что следовало бы отказаться от проведения определенных мероприятий. В первую очередь, конечно же, называют экономический форум, предстоящий осенью, его запланировано провести. Вы как относитесь к этому мероприятию и считаете ли, что в этой ситуации все-таки стоит отказаться от его проведения? Как правило, на организацию проведения экономического форума в Гагаузии уходит около 2 миллионов леев. Я считаю, конечно же, что то, что делается, оно должно быть эффективным. Сегодня, по статистике, за последние 2 или 3 года, кажется, 2 года, было создано 240 рабочих мест исполкомом, да? Как исполком, привлекли там инвесторов, 240 рабочих мест. То есть в год 120 мест. Это хороший результат, на ваш взгляд? Потрачено 2 миллиона лей на экономический форум. Сейчас, если мы разделим на эти 120 человек, это не результат. Мы сегодня не видим иностранных компаний, да? Делается форум, приглашается. Серьезных игроков я там не видел. Я тоже отслеживал, мониторил. Я не видел конкретных планов, подписанных соглашений, рабочих мест. Где это все?
То есть неэффективность проведения форума, это чуть другое. Форум проводить надо. Это очень хорошее и правильное решение. И для экономики это необходимо, и для престижа Гагаузии. Это необходимо. Но его надо проводить эффективно. Чтобы вот потратив 2 миллиона лей, мы создали 1000 рабочих мест. Вот зашли компании, там 5 компаний зашло, мы им помогли, там законодательно все. Это клиент, это золото сегодня для нас, да, организация рабочих мест. То есть их надо обхаживать. Но сегодня этого нету. То есть в таком контексте, если расходовать деньги, я против. Но если их эффективно расходовать, почему бы нет? Потому что сегодня, если мы создадим 1000 рабочих мест, мы в качестве налогов эти 2 миллиона лей быстро заберем обратно. То есть это как вложили, вытащили и пошли дальше. Говорите как бизнесмен, да. Спасибо за ваше мнение, Виктор Николаевич. Относительно работы Народного собрания Гагаузии тоже хотела бы узнать ваше мнение. Как оцениваете сейчас уже на этом этапе работу вашу и ваших коллег в целом, как законодательный орган? Набран ли ожидаемый вами темп работы? Ну, те задачи, что поставил я перед нашей группой, мои коллеги, мы идем по плану. Вот первый законопроект IT-парк, это новшество, мы его, спасибо коллегам, все в Народном собрании поняли, поддержали актуальность этого проекта. Причем из бюджета мы не берем ни одного лея на этот проект. Вот вы представляете, да, вот показать пример, как должны делаться законы без миллионных финансирований. То есть у нас есть куда отправить деньги, но давайте так делать, чтобы вот с меньшими растратами это было, но с большей эффективностью. У нас еще готовится пакет законов, мы сейчас разрабатываем их. К сожалению, много времени уходит детально, чтобы они совпадали, не шли вразрез с основными законами Республики Молдова. То здесь есть нюансы. Но мы работаем, и в принципе мы идем, наша группа идет по плану. И все наши законы, которые мы делаем, которые мы создаем, они в экономический сектор, они направлены на развитие региона. Все законы на развитие региона. Нам нужно пополнять бюджет средствами извне, не быть дотационным. Да, вот бюджет у нас столько и все. Давайте его пополним. У нас сегодня есть на это инструменты. Это наша автономия с особым правовым статусом, который нам позволяет. Мы можем сегодня очень много, благодаря нашим инструментам, да, применять. То есть, и сегодня я вижу, что мы наш бюджет можем увеличить. Просто над этим до этого не было, наверное, сакцентировано, чтобы люди работали, как депутаты работали. Но опять же, нужна работа сообща. Вы сказали о вашей группе, Виктор Николаевич, но все же хотелось бы узнать общую оценку в целом законодательного органа. Наша группа единомышленников. Удовлетворены в целом работой законодательного органа? Ну, в целом работа идет. Конечно, знаете, я всегда требовательно отношусь и говорю всегда, могло быть лучше. То есть есть всегда куда стремиться. Есть к чему стремиться. Да. Поступил первый звонок в студию. Наденьте наушники, да. Виктор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Виктор Николаевич. Это мы Тули, здесь слушаем пенсионеры вас. У нас в Тули такой лагерь прекрасный, природа. Не могут пустить лагерь. Дети возле меня здесь площадка играли, ругаются целый день, маты, не знаю что. 3 села в Луканешнах не может собраться и хотя бы 3 домика сделать детям, отдыхать летом. Это вообще ясно, куда мы идем без понятия. Наши будущие дети. Какие будущие? Мы детей не можем смотреть, детей своих. Вот в чем дело. Они скоро уйдут отсюда не 20 лет, а 15 лет начнут отсюда убегать. Я с вами согласен, что данная проблема есть. Она также есть не только у вас, она есть и в других населенных пунктах. Неужели каждое село не может себя один домик, там ремонт делать? Вы знаете, это очень острая проблема. Действительно, что детей летом некуда отправлять.
И у нас и олимпийцы вот есть здесь, в Камрадском районе, лагерь, он тоже в плачевном состоянии. Я так понимаю, что в Итули такая же ситуация. Мы знаем, что, конечно, район нет денег у них, что ли. Они говорят, денег нет. Администрация лагеря гуляет, барашки режут, лагеря гуляет, администрация украинская. А где там нету? Ну вот. Ну, спасибо, хорошо, это хорошо. Очень хорошо. Спасибо вам Спасибо за звонок, ваше да. мнение. Но опять же, речь о развитии Гагаузии, да, в целом, и тема. Вот знаете, ко мне недавно Сложная. обратились жители, я регулярно встречаюсь с жителями в Гагаузии, и ко мне подошли и говорят, слушайте, ну вы лагерь не можете один сделать, там детей некуда, там дети должны отдыхать там. Не то, что отдыхать, спортивные Но секции это должны выезжать. Это необходимо, даже, детские да. лагеря. Говорят, выделите деньги. Выделите из бюджета деньги, отремонтируйте там, ну, ко мне подошли непосредственно с олимпийцем. Но вот смотрите, мы сейчас стоим перед выбором, да, и знаем, что дети — это приоритет. И знаем, что зима у нас на носу — это тоже приоритет. И социально уязвимые слои населения. Вот здесь вот, конечно, выбирать, ну, нельзя из этих двух. Перезимовать достойно, Достойно. оказав поддержку социально Но уязвимым слоям вернуться, населения, честно и весной говоря, вернуться к этой теме. к вопросу обязательно вернуться. Сейчас мы уже ничего не решим, но если мы сейчас начнем уже с зимы, то есть с осени думать, то я думаю, что к следующему году мы уже хоть какой-то план выработаем и будут какие-то результаты. Спасибо. Виктор Николаевич, ваши коллеги-депутаты и представители группы Дмитрия Константинова в эфире здесь, в нашей студии, заявили о том, что есть депутаты, которые намерены снять господина Константинова с должности председателя законодательного органа, и в частности называли вашу фамилию конкретно, говорили, что намерение есть у вас сделать это. Я знаю, что вы никак не комментировали в СМИ эту тему, и предлагаю вам сделать это в нашей студии из первых уст, чтобы наши слушатели и телезрители узнали правдивый ответ. Пожалуйста. Мне тяжело комментировать, потому что я сегодня никого не хочу снимать и не болею звездной болезнью, чтобы быть председателем. И я считаю эти заявления необоснованные, потому что я действительно их нигде не говорил, даже где-то в узком кругу, если бы я хоть сказал бы. Да? Но такое есть. Такое есть. То есть такое настроение есть среди определенных прям, депутатов? Ну, вы знаете как, оно больше там было как в плане реплик больше. Но каких-то активных действий я в этом контексте не вижу. Конечно же, есть недовольство некоторых депутатов из других групп, недовольны работой группы Гагаузии, потому что, ну и у меня лично, допустим, есть вопросы, да, к этой группе в плане того, что ну, вот, работает межпарламентская комиссия, которую возглавляют там наши депутаты с Гагаузии. Ну, я не слышал никакого отчета, какие вопросы там поднимаются, что там вообще говорится. Там вообще поднимается там что-либо. Насколько мне известно, завтра ваши коллеги, которые входят в эту межпарламентскую группу, намерены дать пресс-конференцию, где скажут о результатах работы. Ну вот пусть дадут. Послушаем, Просто узнаем, я говорю, что я не слышал. Да, я не то, что говорю. Ну, и еще. Хочу сказать, что есть ряд профильных комиссий, не все, которые тоже, я думаю, что могли бы работать намного эффективнее. То есть нет активности все-таки. То есть да? есть, смотрите, есть некоторых, это я не могу так все комиссии назвать, но есть ряд комиссий, председателей комиссий, где нет активности. Я это к чему говорю, не к тому, чтобы чьи-то фамилии сейчас называть или что. Просто чтобы подтянулись, чтобы более эффективнее работали. Ведь мы пришли созидать, делать что-то хорошее, работать на благо народа. Принимаем очередной звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Виктору Николаевичу. Можно? Да, конечно. Здравствуйте еще раз. Виктор Николаевич, у меня вот такой вопрос и возмущение в первую очередь. Вы в курсе, вот я обращалась к нескольким депутатам, мне сказали, обратитесь к вашему депутату. На кладбище закрыли калитку, на сторону Шевченко выходит калитка, угловая калитка там. Заварили эту калитку. Я говорю, и так вот со всех сторон нас давят. Цены на газ, цены на хлеб, цены на не знаю на что. Закрыли калитку, вот неудобство
создали, чтобы пойти спокойно на свои могилки, там убраться или что. Надо в круговую идти. 75 лет. Я Ольга Николаевна, город Камрад. Вот. Надо в круговую идти, чтобы добраться до центрального входа и потом прийти аж сюда, на край этой. Неужели нельзя решить этот вопрос? И вот подножку поставили сейчас на кладбище, даже нельзя пройти, как удобно вот было. Ольга Николаевна, я понял вашу проблему, да, я знаю этот район, это, наверное, уже наша общая проблема. Хорошо, я обращусь в примарию и попрошу их настоятельно, чтобы они открыли там. Пожалуйста, решите этот вопрос. Да, Ольга Николаевна, хорошо. Ну, сделайте хоть, чтобы для людей хоть это, чтобы удобно было, чтобы в любое время пойти там убраться. Да. Спасибо. Да. Спасибо, Ольга Николаевна. Ходили. Благодарим вас за звонок. Виктор Николаевич, Народное собрание Гагаузии высказало свою позицию относительно получения Молдовой статуса страны-кандидата для вступления в Европейский Союз. Подписана декларация. За документ проголосовали 17 человек. Вы, если я не ошибаюсь, не входите в это число. Так? Вы голосовали за декларацию? За декларацию... И относительно получения Молдовы статуса там просто было страны-кандидата. Страны-кандидата? Да, для вступления в ЕС. Да, я подписался тоже. Вашу позицию раскройте, пожалуйста. Вы за этот документ? Я за как то, вы чтобы относитесь к этой ситуации относительно вступления в ЕС? Когда Республика Молдова рассматривает свою внешнюю политику, чтобы в обязательном формате проходили консультации с руководством автономии, с представителями автономии, чтобы наше мнение учитывали. Ну, без нас давайте завтра в другой какой-то альянс. Спросите у нас, хотим ли мы или не хотим. То есть мы просто просим, проконсультируйтесь с нами, не плюйте на наше мнение. Пошли, решили, все. То есть имейте уважение, как говорится, простым языком. Ну да, и соблюдайте законы в том числе. Да. Вы являетесь основателем Народного антикризисного штаба. Поддержку вы оказываете не только жителям вашего избирательного округа, но и в целом всем жителям автономии, кто нуждается в вашей поддержке и обращается к вам за помощью. Это действительно тяжелая работа, но по моим наблюдениям вы достаточно успешны. Вы и ваши единомышленники в этом направлении работаете. Что стимулирует вас для того, чтобы не опустить руки и продолжать оказывать поддержку населению, Виктор Николаевич? Стимулирует то, что я каждый день езжу по нашей автономии очень часто. Встречаюсь с людьми, общаюсь. Вижу и хорошее, и менее. То есть вижу разные ситуации. И пока экономическая ситуация не нормализуется, и государство не дойдет до такого, не дойдет до таких возможностей, чтобы вот эта вся система не была благотворительностью, а была в формате того, что если людям необходимо, они должны это получить. То есть сегодня просто это государство не может сделать. Поэтому приходится нам, общественникам, неправительственным организациям заниматься этим. Спасибо. Принимаем очередной звонок. Наденьте наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, ваш вопрос. Я Шедерлунги, инвалид второй группы. Я хочу узнать, чего в этом году не платят инвалидам транспортные деньги. А до этого кто платил? Это не примария Шедерлунги или это откуда-то более... Я просто не в курсе этого вопроса. Шедерлунги. Вы с Шедерлунги, но я думаю, что это примария должна. Это больше вопрос примарии. Да? Да. Это обратитесь, пожалуйста, к вашу примарию. Спасибо. Либо к депутату вашего округа. Благодарим вас за звонок. Спасибо, до свидания, всего хорошего. Я зачитаю сообщение, которое поступило к нам на почту. Добрый день, Гагаузское радио и уважаемый Виктор Николаевич. Вы в эфире радио, а это значит, что у меня есть возможность сказать слова благодарности во всеуслышание. Недавно я обратилась к депутату села Казакли Александру Дюльгер с просьбой помочь с выделением инвалидной коляски для моей мамы, которая, к сожалению, прикована к постели. Коляску мы получили из антикризисного штаба на следующий же день. Теперь у мамы есть возможность быть на улице. Благодарим вас, Виктор
Виктор Николаевич, и всех ваших соратников. Семья Чобан из села Казаклея. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья прежде всего. Будьте здоровы. Ну, судя по отзывам, действительно, работа проводится вами большая, Виктор Николаевич. Какие планы еще у антикризисного штаба есть на этот год, до конца этого года? Что намерены еще сделать? Вы знаете, работа антикризисного штаба, она идет не только в формате помощи, да, вы знаете, есть и социальный транспорт, есть и адресная поддержка, есть и продуктами питания поддержка, разные, то есть и также средства гигиены, там вещи, обувь, вплоть до иногда даже получается там велосипеды семьям социально уязвимым деткам раздать, порадовать их. То есть плюс мы также работаем активно с Россотрудничеством, проводим различного рода мероприятия, образовательные, спортивные, то есть это по всей Гагаузии. Также, конечно, хотел бы выразить благодарность немецким партнерам «Рука помощи». Они, конечно, тоже достаточно сильно помогли, только они отправили за этот период 150 тонн гуманитарного груза. Это, конечно, внушительная цифра, это очень много грузовиков было. В целом мы, конечно, получили в районе 25 фур. То есть помощь мы, знаете как, то, что видно там через медиа, это очень малая часть. На самом деле помощь пришла колоссальная. Но снова же хочу сказать, что это все должно быть на другом уровне. Это должно быть сделано при государстве, в государственном формате. То есть это должно быть более точечно, потому что мы все равно не можем всем помочь, хотим всем. Да, мы массово помогаем, получается, слава богу, вроде всем помогаем, но должно быть мощнее. То есть увеличить хотелось бы масштабы. Масштабы. Но действительно, вот вы отмечаете, что это должно делать государство в первую очередь, и вообще в идеале должно быть минимальное количество людей, которые в чем-то нуждаются. У нас пока их много. И вот мы на протяжении всей программы с вами говорили о том, что власть должна поменять риторику, либо власть должна смениться, уйти в отставку, и должна прийти другая власть. Какие политические силы способны изменить ситуацию? И кто должен прийти к власти, на ваш взгляд, чтобы все-таки Молдова стала успешной страной, развивающейся, а не получающей бесконечные кредиты от внешних европейских партнеров? Вы знаете, меня тоже, вот, если коснемся кредитам европейских партнеров, да, здесь очень интересная такая математика. Мы получаем кредиты, плюс рекомендации от внешних партнеров, сколько мы должны, там, они говорят, вот повысьте налог на это, повысьте налог, там, допустим, на дивиденды, повысьте на доход, повысьте здесь, повысьте там, чтобы мы бы смогли отдать эти кредиты, да, эту помощь, так называемую, что бесплатно дается мизер, в основном даются кредиты. Так вот, что я заметил, что в европейских странах некоторые налоги ниже, в странах-членах Евросоюза, ниже, чем у нас в Молдове. То есть здесь я понимаю одно, нас хотят загнать в какую-то экономическую долговую яму. Да, уже загнаны. Кредит-то с момента получения Молдовы. Мы потом оттуда будем очень трудно выбираться. Либо мы простим все долги. Нам простят, имеется в виду, да? Что маловероятно. Да, скажем, все-таки. Мы все прощаем, то, что вы нам давали, конечно, но нас загоняют, если серьезно, в долговую яму. Причем я думаю, что если посмотреть, просто нам это никто не открывает. Копнуть глубже, то мы уже в ней сидим. Плюс еще добавок риторика, плюс все вот эти действия. Это, всяческими действиями. Просто боюсь, что мы оттуда дойдем до точки невозврата, когда даже если заходим, не сможем выбраться.
Да, и снова пессимистические настроения в нашем с вами диалоге, Нет, Виктор Николаевич. Но нет. хотелось бы вернуться к оптимизму. Буквально 2 минутки до завершения эфира. Что такого вы скажете нашим слушателям и телезрителям для того, чтобы все-таки убедить их в том, что есть надежда на лучшее будущее, есть надежда на то, что все сменится и все станет хорошо в Молдове и в Гагаузии? Будем вместе, будем координировать наши действия. Только мы сами сможем поменять всю ситуацию. Все только в наших руках. И чем мы будем едины, мы будем сильнее. И я думаю, что эту ситуацию мы сможем поменять. И как председатель Гагаузского Халк Бирлии, куда входит много районов, была выдвинута идея создания ячеек в каждом населенном пункте, что я поддерживаю. То есть в ближайшее время в каждом населенном пункте Гагаузии будет создано, и мы сможем координировать наши действия с остальными недовольными гражданами по всей территории Республики Молдова. И думаю, что скоро нас власти услышат. Если нас будет много, и мы будем все вместе, нас обязательно услышат. И мы поменяем ситуацию. Я надеюсь, что и цены на газ будут другие. И переломим в нашу сторону. В сторону нас, жителей, простых людей, которые не заслуживают той жизни, которую нам пытается навязать сегодняшнее правительство. Спасибо, Виктор Николаевич. Я вас благодарю за честные ответы на все поставленные вопросы. Благодарю за то, что нашли время и приняли участие в этой программе. Всем желаем всего доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ.